Хакасии. Значит, нам удалось подготовить и выпустить том «Природные ресурсы региона», получивший высокую оценку специалистов и, прежде всего, экс-министра геологии России, доктора экономических наук и геологических наук Орлова Виктора Петровича. Творческий коллектив авторов объединяет несколько десятков ученых-специалистов. На разработку требуются средства. И здесь, как и во многих крупных проектах, большое внимание уделяет глава республики Виктор Михайлович Зимин. Уже ряд лет он активно привлекает средства спонсоров для разработки и издания энциклопедий. И потому работа успешно продвигается. Сейчас работа вошла в стадию завершения, и мы просим правительство довести ее до конца. Есть у нас ряд вопросов текущего плана. Например, об упорядочении издания периодической литературы на хакасском языке. Речь идет о журналах «Енисей» для взрослых, а также «Радуга» и «Солнышко» для детей. Для справки скажу, что первый сборник хакасского альманаха на хакасском языке начал публикаться в 1940 году. И несмотря на тяжелейшие годы войны и послевоенную разруху, он выходил тиражом по 3-5 тысяч экземпляров в год в течение 20 лет. А в 2000 году его издание было прекращено на 8 лет. С 2009 года, с приходом Виктора Михайловича, выпуск журнала возобновлен. Значит, под названием «Енисей». Значит, журнал является единственным органом, который информирует читателей о событиях на родном языке, пропагандирует национальную культуру, основы исторической самобытности народа, публикует новинки хакасской литературы и так далее. После возобновления издания было установлено, что журнал будет выходить по 2 номера в год, однако твердая сумма не определена. Она постоянно меняется по инициативе Минфина и других ведомств. По необъяснимым причинам меняется и периодичность издания. То 2 раза в год, то 1 раз, то ни одного. Соответственно, меняется и тираж журналов. Отсюда трудность работы с подписчиками, с авторами. Мы просим правительства упорядочить, наконец, издание журнала. Это вопрос национальной политики, которая не должна зависеть от капризов и снисходительности. В последние годы в газетах неоднократно публиковались письма с возмущением о неудобстве времени телевизионных передач на хакасском языке. Зрителям предлагается смотреть эти передачи либо в 5 часов утра, когда все добрые люди еще спят, либо вечером, когда все еще на работе. 3 съезда подряд население просит правительства вникнуть в эту проблему и отрегулировать время передач. Но складывается впечатление, что для местных органов власти это неподъемная задача. Хотя сегодня у нас действует десяток телевизионных каналов, и выделить один из них для постоянного вещания на хакасском языке не представляется никакой сложности. Постоянное раздражение населения вызывает и вопрос о крайне низком представительстве коренного населения в областных структурах. В отчетный период в отдельных ведомствах некоторые сдвиги появились. Но смущает то, что эти сдвиги происходят в основном на уровне рядовых работников. Водителей, техничек, сторожей. То есть на самых низких этажах, а на верхних этажах наоборот. Проведена серьезная кадровая зачистка. Например, в органах прокуратуры республики на должностях прокурора нет, прокурора района или города не осталось ни одного хакаса.
Прежний прокурор Ломакин проводил здесь откровенную российскую политику. Прослеживался подход к хакасам как какой-то неспособным занимать руководящие должности. В республике даже появилось сравнение. А почему в США президентом страны не боятся ставить чернокожих, а у нас коренной житель Хакасии не может занимать пост даже районного прокурора? Это говорит о том, что не появились в нашей стране еще расисты. Мы вынуждены были информировать об этом администрации президента России и нашли там понимание. Будем надеяться, что новый прокурор более зрелая личность. Несмотря на решение предыдущих съездов, нет ни одного хакаса в постоянном представительстве республики в Москве. На прошлом съезде мы уже говорили, что такая кадровая политика – это плевок в лицо нации. То же самое говорит об этом и президент России, говорил, касаясь вопросов Украины. Так и сказал, как бы там произошла соответствующая замена. После создания республики первым и наиболее эффективными руководителями постоянного правительства в Хакасии были именно хакасы. Майнагашев, Исачаков и другие. И именно тогда нам удалось пробить целый ряд важных решений, в том числе 2 указа президента России о неотложной помощи Республике Хакасия, ряд постановлений правительства России. Представительство не только эффективно работало, но и достойно представляло титульный этнос республики, что для группы московских представителей всегда было важно. Демонстрировался многонациональный облик или многонациональное лицо страны. Почему сейчас все это стало невозможным? Постепенно вымываются национальные кадры на верхних этажах республиканских властей. Нет ни одного хакаса в аппаратах Министерства промышленности и природных ресурсов, Министерства здравоохранения, транспорта, дорожного хозяйства. По одному человеку, видимо, для образца осталось некоторых аппаратах федеральных ведомств. Достойное представительство у нас есть пока только в Верховном Совете. Но, на наш взгляд, это объясняется тем, что законодательные органы люди попадают все-таки в ходе свободных выборов, а не по значению ведомственных начальников. Уважаемые делегаты, в докладе Совета Старейшин мы подняли только ту часть проблем, которые, по выражению президента России, искрят, дымят или начинают тлеть, то есть беспокоит население. Ряд вопросов, о которых мы говорили сегодня, Совет Старейшин поднимал и раньше, но из-за отсутствия должного внимания со стороны власти, конечно, они не решаются, а просто накапливаются. Непонятно только зачем. Чтобы набрать какую-то критическую массу, или есть другие более высокие мотивы. Во всяком случае, из 26 вопросов, с которыми мы обращались в отчетный период в республиканские органы, решены только 10. Остальные подвешены. На многие обращения приходят пространные ответы, где министерство перечисляет десятки проведенных мероприятий. Нас интересует не перечень мероприятий, не статистика этих мероприятий, а суть проблемы. И в частности, почему не решаются те или иные вопросы, или почему не меняются тенденции. Поэтому просим председателя правительства установить за этими обращениями и их ответами более жесткий контроль. Наша общая задача принять предстоящие какие-то исчерпывающие меры, чтобы не допустить по этим и другим направлениям открытого пламени. Чем быстрее мы их решим, тем спокойнее будет у нас обстановка, которая к чести нашего многонационального народа всегда была доброжелательной и уважительной.
Сегодня при регистрации участников съезда мы раздали делегатам 2 буклета. В первом дана краткая информация об организаторской работе Республиканского совета старейшин, а также приведен список руководителей районных и городских советов старейшин, работавших в отчетный период. В другом дан перечень вопросов, высказанных жителями республики в канун сегодняшнего съезда. Таких вопросов у нас свыше 70. Для их решения мы направим информацию руководству республики и соответствующим органам местной власти. Попросим правительства проинформировать население о всем поднятым вопросам. Кто будет информировать, или местная, или республиканская власть, я думаю, правительство само разберется. И последнее. Сегодня на съезде нас приветствовала депутат Государственной Думы Надежда Сергеевна Максимова. В течение ряда лет она активно помогает республике решать многочисленные тяжелые финансовые вопросы, особенно в деле капитального строительства. С ее активным участием строится перинатальный центр, краеведческий музей, аэропорт, десятки других очень важных для республики объектов. Активно ликвидировались последствия апрельских пожаров и других стихийных бедствий. Она искренне заботится о республике, о ее населении. Поэтому Совет старейшин просит делегатов съезда поддержать ее кандидатуру на очередных выборах депутатов Государственной Думы, провести работу среди коренного населения, да и не только среди коренного. Нам надо сделать все, чтобы сохранить в Федеральном собрании этого ценного для нас человека.